Так, что-то тут было. Что-то тут было, все запутано. Вон, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз вокруг палки кто-то крутанулся. Дай бог, чтобы это опять был хариус. Что-то есть. Что-то дергает. Не уходи. Только не уходи. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Мы снова на канале Коми Рыбак. И мы снова на нашей матушке Печоре. Всем привет с республики Коми. Гости канала также привет. Если вы видите этот ролик, значит сегодняшняя проверка наших продольников была результативной. И значит я сегодня с небольшим, но все-таки уловом. Вы, наверное, сейчас спросите, куда пропал Коми Рыбак? Где его ролики? Куда он вообще делся? Чем он занимается? Такие комментарии я вижу даже через своих друзей, которым я оставляю свои комментарии. Никуда я не пропал. Периодически я проверяю свои продольники на реке Печора. Но показывать то, что как я просто проверяю, у меня что-то нет настроения. Да, вступление, как я еду сюда, первый, второй, третий продольник, пусто. И у меня потом падает настроение, я просто снимаю, тупо прихожу домой, смотрю, а показать-то по большому счету и нечего. А показывать впустую, как я проверяю продольники, я думаю, это и вам не интересно, и у меня нет большого желания. Если сегодня я показываю этот ролик, значит сегодня я с уловом. А что мы конкретно поймали, вы увидите сами. Пока не буду говорить, что я поймал, покажу это в конце ролика. А пока смотрим, как это было, как я доставал на свои продольники, где-то на хитрые продольники, где-то на обычные. Сегодняшний улов. Приятного просмотра. А в конце увидим наш улов. Что-то было. Вон. Вон, друзья. Не то, что было. Я думаю, кто закрутил, так вот он. Вот он. Вот это улов, я понимаю. Вот такой вот красавец, харюзец перламутровый. Такой синевато-красноватый отдает. Вот такая вот рыбина мне сегодня клюнула. Попала на малька. Так что все не зря. Не зря я наживлял на мальков. Вот такой вот красавец, харюзец у меня сегодня. Енцкадан заглотил вон аж до желудка. И ничего, выжил. Видать, недавно еще попал. Обычно, когда так заглатывают, подыхают. Так, не мучайся. Вот он докуда заглотил. Аж до самого, аж до желудка. Вот такой маленький крючок на малька. Вот такой вот Енцкадан харюзец. Ну вот. Скоро весна, и пошло уже небольшое шевеление. Так, что-то тут было. Все запутано. Вон, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз вокруг палки кто-то крутанулся. Дай бог, чтобы это опять был хариус. Что-то есть. Что-то дергает. Не уходи. Только не уходи. Язь. Язь, Енцкадан. Вот он. Вот он, красавец, язь. Попал вот
на короеда и за верхнюю губу. А когда за верхнюю губу, он не срывается от Янцкадан. Ха-ха. Вот такой вот красавец язь. Вот он. Вот он, наш печорский красавчик язёчек. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну-ка, какой ты сильный, покажи. Вот ты. Вот он во весь красе. Вот он, друзья. Ах, Янцкадан. Итак, у нас уже две рыбы. Это хариус и вот такой вот красавец язь. Янцкадан. Все-таки продольники сработали. Ура, ура, ура. И этот ролик, наверное, вы, друзья, уже увидите. Два выхода снимал. На камеру все было впустую. Пустые ролики не стал выпускать. Но сегодня уже не пусто. Сегодня у меня уже две рыбы есть. Хариус, язь. А значит, вы, друзья, этот ролик уже увидите. Продолжаем проверку. Что у нас там, натяжечка, что ли? Ну да, что-то есть. Какая-то натяжечка. Что-то есть. Что мы сейчас это посмотрим? Потяжки есть небольшие. Второй малек живой. Ух ты. Вот такой вот налимчик. И еще один маленький. Так, тебя, малыш, если получится, я отпущу. Ты вроде близко заглотил. Ага, вот ты гуляй. А ты, дружок, пойдешь на сковородку. Во-первых, ты заглотил глубоко, а во-вторых, ты съедобный размер. О, пойдешь. Будешь третьим. Будешь третьим. Ассорти у меня сегодня хариус, язь и налимчик. Нормально. Продолжаем проверку. Маленькая натяжечка. Совсем маленькая. О! Налимчик. Ну вот. Теперь уже, можно сказать, полная жареха будет. О! На какой здоровенный крючок ты попал. Вот вам уже здесь весело. Два налимчика. Хариус, язёк. Прекрасно. Янцкадан. Хоть что-то сегодня. Да не что-то, уже нормально. По сравнению с двумя пустыми проверками это уже очень хорошо. Так, ну что, наживляем, отпускаем. Наживляю также маленькие крючки, наживляю на мальков, в надежде на хариуса язя покрупнее, которые крупные крючки, на ершей. Но у меня остался один ерш только, так что его на самый крупный
крючок насажу. Получается, на лимный ерша клюнул. Вот. Красный большой крючок. Где-то вот он. Все, ерши у меня кончились. Надо как-то будет на досуге сходить, ёршика половить. Ну вот, ловись, рыбка, малая велика. Ох ты, все запутано опять. Значит, что-то было. Если все запутано, значит, что-то было. Вот он кто. Вот он кто. Запутал. Вот такой вот налимчик. И с него уже икры. Все, икра потекла. Значит, нерест заканчивается. В кузовок. Вон сколько икры вышло. Значит, все, конец. Начался конец нересту уже, все. Икромет пошел. Скоро нерест заканчивается. Может быть, что-нибудь да поклюет. Это у нас начало февраля. Налим еще не рестится. Вон сколько икры набрызгал. Ну а вот и наш улов сегодняшний. Это вот раз, два, три таких налимчика. Вот такой вот хорюзец. И вот такой вот лапоть язище. Это коту собрал, белому гостинец. Может, что и туману перепадет. Вот такой вот сегодняшний улов. Это у нас пойдет на жареху. Хвостики, голову тоже пойдет на жареху. А вот это я сделаю, друзья, малосолочку. И поверьте, это будет очень вкусно. Так что у нас, друзья, глухозимье подходит к концу. Пошли первые поклевки. И надеюсь, они будут продолжаться. А это значит, что мы больше не будем делать таких больших перерывов. И будем встречаться чаще. До скорой встречи, друзья. А она не за горами. Скоро она будет. И это будет интересно. Всем пока и до встречи на реке. До свидания, друзья.